Один человек вроде бы случайно вдруг догадается о своей ответственности за душу свою и судьбу, а иному это чувство дано изначально, дано как вкус и стиль, как стремление к моральной чистоте и правде, и это дар Божий. Каныш Имантаевич был не просто умный, а он был мудрым, потому что он жил не только за счет своего ума, он около себя собирал самых умных, самых выдающихся. Вот все аудитории, которые у вас есть, Бока, Шлыгина, Медоева, Георгия Сараевича, да, Шахмардан Есенович, любимый его ученик, это все люди, с которыми он работал, которых он ценил, которых он привлекал. Вот мама, она была совсем девчонкой, 40-е годы, наверное, начало. Как комсомолка, она отцу вопрос задает: папа, Бог есть? Каныш Имантаевич говорит: знаешь, я тебе не могу так сказать, но надо, может быть, есть он или нет, я не знаю, но надо верить в мудрость природы. А природа – это одно из имен Бога у мусульман. Если 99 имен Бога есть, природа в том числе, табигат, вот, в том числе и наука, блем. Но он-то был в традициях каких воспитан. Когда уходили в хадж, его родные два деда, они дали ему напутствие, бата, что будь достойным человеком, стремись к знаниям, будь полезным своему народу. Вот. И он, в общем, до конца жизни это все выполнял, насколько мог. Он ведь делал все на века. Вот молодежь, привыкните все делать капитально и на века. Когда он строил это здание Академии, он ведь сразу добился постановления правительства, чтобы весь этот квадрат от Достыка до Фурманова, от головного арыка, Абая, раньше же был головной арык, и до Калинина, вот этот квадрат правительство отдало для Академии. Он, чтобы здесь строили здания институтов, издательства, библиотеки и жилые дома. Самое главное, он был большой психолог. Он никогда никого не оскорблял, это понимает жизнь. Оскорбить человека, на него накричать, отдачи не будет никакой. Он умел воодушевлять людей. Это тоже большая, значит, черта человека-психолога. Например, он молодым, тогда буровикам из национальных кадров, молодым казахам, которые в Карсакпаев, Джесказган пришли работать, он говорил: Айналайн, вот у тебя как получается, мы тебя отправим в Ленинград. Там алмазные буровые головки есть, изучишь эту технику, вернешься сюда, будешь буровиком, ты будешь примером для других. Он их воодушевлял. Писем Каныш Имантаевич очень много написал Таисии Алексеевне, их около 50, они частично опубликованы, а частично нет. Но наиболее характерное письмо от 9 февраля 27 года. После окончания Томского университета он распределяется в Казахстан. И она пишет ему письмо о том, что как вот жизнь у них будущее, она не такой ее представляет. И Каныш Имантаевич ей отвечает: я казах по натуре, казах по убеждениям на 90%. Дальнейшую свою жизнь мыслю только в Казахстане. Розовых иллюзий не имею, себе не ставлю, но также и не отчаиваюсь от неизбежных трудностей. Благополучие свое мыслю столько не в материальном, сколько в идейных отношениях. Готов в случае нужды отказаться от жизненных благ и бродяжничать по Казахстану. Ему ведь 28 только лет, в 27 году было. И человек уже априори определил свою жизнь служению Казахстану и его народу. За каждым великим человеком стоит великая жена. Вот за Канышем Имантаевичем стояла великая, скромная труженица, его коллега, геолог Таисия Алексеевна, окончившая вместе с ним Томский университет, родившаяся в Усть-Каменогорске и прошедшая вот эти все Семипалатинскую двухгодичную школу. Вот они там познакомились. И она, оставив все, переезжает с ним в Карсакпай.
Вот Таисия Алексеевна не только была ему спутницей, коллегой, она была кандидатом геологом минералогическим, она написала докторскую, но она очень болела и защитить докторскую не смогла. Но после кончины Каныша Монтаича она сохранила все его наследие. Архив Каныша Монтаича, который находится в нашем государственном архиве вот на Абая, вы знаете, он около 7 тысяч единиц. Как говорит директор этого музея, это уникальный архив, которого по количеству единиц и информации, которая там хранится, нет ни у кого. Следует помнить, кем бы ни был человек на земле, политиком, ученым, художником, тружеником полей, рабочим у станка, главное произведение его жизни – это он сам. Некоторое время Каныш Монтаич, это его, можно было сказать, собственное изобретение. У них полевой сезон длился, а там ведь суровая природа в Жезказгане. Там и морозы начинаются уже в октябре. Они буровую установку ставили, а вокруг уже нашу казахскую кигызы, юрту, которая могла, они в тепле, и, во-первых, там и установка работала, и, во-первых, сохранялось тепло для тех, кто обслуживал буровики. Мы только что открываем Каныша Монтаича Сатпаева. 1924 год. Это терминология алгебры. Но мы же не знали, что он был крупнейшим специалистом в области алгебры, высшей математики. Вот чем он ценный. Это же для школьников же. Будучи президентом Академии наук, Каныша Монтаич Сатпаев исследовал очень много касающихся истории, этнографии казахского народа. Это же Тоғызқұмалақ. И он нашел, именно Тоғызқұмалақ вот такой нашел, круглый, один из древнейших настольных игр. Ничем не уступает по логической игре других нарлах, шаджарадж, шахматы, шашки. И он организовал первый республиканский турнир по Тоғызқұмалақу. Каныш Монтаич Сатпаев был глубоким знатоком истории казахского народа, его культуры, литературы, языкознания, археологии. В исполнении Каныша Монтаича замечательный собиратель казахских песен, казахского фольклора Александр Викторович Затаевич, который выпустил книги «1000 песен киргизского, тогда казахского народа» и «500 песен казахского народа». В исполнении Каныша Монтаича он записал 25 народных песен, которых представил, значит, с нотной записью в своей книге. Вот тут в оглавлении как раз об этом и сказано. Есть очень красивые поделки из камня, различные фигурки, которые символизируют богатство Казахстана. И мастерскую организовал Каныша Монтаич при образовании музея. Уж этих изделий точно не встретите ни в одном музее мира. Эта фраза очень актуальна. Во все времена была и особенно сейчас. Это ведь по его заказу он очень беспокоился, чтобы именно такие витрины были. Классический музей – это его стиль. Было очень популярно в республиках Советского Союза минеральное богатство показывать в виде вот таких горок. И вот здесь у нас минеральная горка, на которой, в общем-то, собраны все самоцветы Казахстана. Специфика музея с самого начала – это показать народу, обществу все богатства Казахстана. Уникальнейшие образцы самородной меди, месторождение Жезказган. Это уникальные образцы, попали не во все музеи мира. Вот образец опять Целестин, малахит и азурит на песчанике были привезены в свое время Каныша Монтаичем и Таисией Алексеевной Жезказгана, месторождение Джезды. Очень редкий минерал – джезказганит.
минерал, который впервые в мире открыт в месторождении Джисказган. Вот минерал джисказганит, содержащий рений. Больше в мире еще не открыто минералов, содержащих именно рений. В нашем музее целых 3 больших витрины посвящены каменному материалу месторождения Джисказган. Вот здесь мы видим минералы, которыми представлен Джисказган, и несколько фаз оруденения. Вот здесь уникальнейший образец – самородное серебро. Вот так вот серебро выглядит в природе. Это тоже как раз образец Каныша Монтайчи из коллекции. Соратник по Джисказгану – это Штифанов. Они очень дружили. Самородная медь – это уникальнейший образец. Он даже чем-то похож на карту Казахстана. И это все подтверждает вся его жизнь, все его факты и отношение народа к нему. Ведь 50 лет как нет Каныша Монтайча. И поток литературы, воспоминаний о нем, он абсолютно не уменьшается. Достаточно сказать, что больше 50 отдельных книг, брошюр о нем написано. Около 4000 разных изданий, где упоминается тот или иной факт встречи с Канышем Монтайча или его дела. Я не говорю о памятниках, бюстах, но ученый, по-моему, этот уникальный не только для Казахстана, но и для Союза. Мой дед, которым я горжусь, Каныш Сатпаев, первый казахский горный инженер-геолог, профессионал мирового уровня. Каныш Монтайч Сатпаев – казах, плоть от плоти своего народа. Вместе с тем он, как и все мы, человек планеты Земля, человек мира, мировой человек. И у вас, дорогой человек, гражданин Республики Казахстан, есть шанс пойти к свету и воплощать мечту. Дорога проторена.